Внесены новые изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса в регионе усилены антиковидные меры. Приостановлена работа кинотеатров. Спортивные и культурные мероприятия проводятся без участия зрителей. Новые ограничения затрагивают деятельность учреждений культуры. Согласно новым изменениям, с 21 января до улучшения эпидемиологической обстановки во Дворце культуры и техники приостанавливается работа кинозала. Творческие коллективы учреждений клубного типа, центров досуга, социокультурных центров, театральных и концертных организаций могут проводить мероприятия и радовать ценителей искусства, но в онлайн-формате без участия зрителей. Все приобретенные до этой даты билеты, в том числе и по Пушкинской карте, можно вернуть в соответствии с порядками о возврате билетов учреждений, на мероприятия которых они были оформлены. Да, сначала ограничения у нас коснулись наших учреждений культурно-досуговой деятельности, это наш Центр национальных культур и Дом культуры. Думаю, что интинцы знают уже, что мы пока приостановили деятельность нашего кинотеатра и наших больших концертов. Мы вынуждены работать без зрителей. Сегодня пришел документ, который регламентирует работу в нынешних условиях. Это нашего музея Интинского и наших библиотек и архивов. К сожалению, мы вынуждены сейчас опять уйти в онлайн. Библиотеки работают на выдачу и прием книг, архивы работают по записи. Также возможно посещение Краеведческого музея, но не экскурсионными группами, а одиночными посетителями до 5 человек. Спортивные мероприятия, соревнования, первенства будут проводиться без участия зрителей и болельщиков. Занятия в секциях не отменяются. Тренажерные залы, плавательные бассейны продолжают работать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Та эпидемиологическая обстановка, которая у нас сейчас в Республике Коми складывается, она не очень благоприятная, поэтому каждый раз вносятся изменения, дополнения в указ главы. Последними изменениями в указ главы Республики Коми были внесены изменения в части и учреждений спортивной направленности, в частности, с 21 января до особого распоряжения главы Республики Коми все спортивные мероприятия проводятся, но без участия зрителей. Также все секции работают, все платные услуги, все работает. Единственное, еще раз напомню, что у нас продолжается также вход по QR-кодам, то есть либо переболевшего, либо сделавшего прививку, либо имеющего ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до мероприятия. Все запланированные соревнования, согласно нашему календарному плану, они проводятся, но еще раз подчеркну, без участия зрителей. Работодателям необходимо обеспечить перевод сотрудников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации. А также рассмотреть возможность проведения обследования работников на COVID-19 не менее 3 раз в неделю. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, срок ПЦР-тестирования на COVID в городах составляет 24 часа. Для определения вируса в отдаленных территориях будут использоваться экспресс-тесты. Медицинские учреждения республики обеспечены именно 3 месяца. Закрытый режим работы введен в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.